Мое почтение представителям знака Стрелец. Здесь я вам предлагаю таро-прогноз, таро-расклад онлайн на месяц май 2020 года. Здесь мы посмотрим все основные сферы жизни, посмотрим прогноз возможных событий. Начинаем. Позиции расклада я буду говорить вам по ходу. Карты, в принципе, подготовлены, но я их так встряхиваю на чуть-чуть. Итак, первая позиция у нас будет первая неделя месяца май, ее атмосфера, ее основные события в этой неделе. Я думаю, что основной атмосферой будут какие-то отношения. С руководством, с начальством. У кого-то это будет непонимание и ревность. Кому уж я не знаю, не могу тут сказать. Это мы посмотрим дальше. Но, в общем, все будет завязано на каких-то отношениях в большей степени. Не будем тянуть. Особо сказать больше нечего. Будем смотреть дальше, выяснять, что же это. Значит, вторая неделя мая. Во вторую неделю мая появятся какие-то искушения, связанные с финансом. У кого-то будет какая-то задолженность, зависимость. У кого-то будет искушение взять кредиты и попасть в кабалу. Если такие обстоятельства, то я думаю, что стоит это делать. Опять же, все продумайте и скажите. В принципе, вы не будете ощущать какого-то большого недостатка в деньгах, но с этим будет связана какая-то зависимость. Я не думаю, что тут девушки-игроки собрались и женщины. Но еще это может быть так, знаете, что очень захочется потратить денег на себя любимую, будут какие-то искушения сделать дорогие покупки, какие-то вложения, салоны красоты. В общем, уделить себе внимание посредством траты денег. Притом такого неслабого количества. Посмотрим дальше на положение дел. Что приготовила третья неделя? Третья неделя нам говорит, что вам удастся, конечно, у вас есть опасность потратить много на предыдущей неделе и потом сожалеть о нехватке денег. Но вам удастся устоять, вы все-таки выйдете из этой ситуации победителем. Особенно вам удастся это сделать, если вы будете трезво тратить деньги, не будете так серьезно ими распоряжаться и разбрасываться. Так, четвертая неделя месяца мая. Иначе вы потом окажетесь в каком-то подвешенном состоянии, и вам просто придется хитрить, изворачиваться, выкручиваться. Но у вас есть для этого сила. Очень будет тянуть назад прошлое. Захотите вы двигаться вперед, но будете очень сильно оглядываться назад. Или задумайтесь о какой-то идее, чтобы начать новый путь. При этом будете побаиваться, что это все очень сложно и нерешаемо. Пока не могу сказать, так ли это. Это только атмосфера недели. Притом самую главную атмосферу всего месяца мы посмотрим с вами в конце. Итак, сейчас мы смотрим, какова будет атмосфера в вашей семье. В семье в ее самом широком понимании. То есть вас, ваших родственников, ваших близких. Вот самый такой широкий круг семьи, я уж не говорю совсем про дальних-дальних, но не вашей маленькой семьи, где есть вы, ваш партнер и ваши дети. Я имею в виду о той семье, которая для вас семья. Семья.
Ну что, в семье будет по-семейному. Даже будут какие-то праздники иногда. Застолья, какие-то совместные посиделки. В общем, вы будете чувствовать себя в своей семье вполне комфортно. Не вижу никаких потрясений, никаких ссор, никаких скандалов. Поэтому не вижу смысла говорить об этом долго. Потому что следующей нашей позицией будет как раз ваша пара. Вы и ваш партнер, муж, любимый человек, как угодно. В общем, вы и человек, который с вами рядом, если есть такой. А вот здесь могут быть какие-то небольшие стычки. Опять же, не для всех. У кого-то это будет семья, все будет хорошо, но у кого-то чувства будут немного растрепаны. Тройка мечей не самая хорошая карта для отношений. И кто-то может пощекотать вам немного нервы. Но не всем, я повторюсь, потому что мы смотрим атмосферу, а атмосфера здесь и любви, и какого-то разочарования, и обид, и прочего. Наверное, будет и то, и другое. Посмотрим. Теперь я смотрю для тех людей, у кого нету этой самой пары, и кто надеется встретить свою любовь, как будут обстоять дела в мае месяце. Некоторые из вас будут находиться в каком-то состоянии нерешения, в каком-то состоянии борьбы с самим собой. Вас будет слишком тревожить ситуация одиночества некоторых и совсем неприятная, непонятная борьба с самой собой. Но у других может быть все по-другому. Может быть борьба с тем, стоит ли встречаться с человеком, не стоит встречаться с человеком, стоит ли знакомиться, не стоит, понимаете? То есть кто-то будет оказывать вам знаки внимания, у кого-то пронзит мысль, что вот этот человек, который находится со мной, он мне нравится давно и так далее, и так далее. Шансы есть, но посмотрим, может быть, вас будет беспокоить что-то другое в этом месяце, больше, чем чувства и знакомства. Следующая позиция у нас отвечает за профессиональную деятельность. Работа, бизнес и прочее. Как будут обстоять дела в этой сфере. Некоторые из вас будут связаны, притом добровольно, как будто не захочется что-то делать. Может быть, после долгого перерыва, как мы можем понимать, да? А может быть, просто не захочется что-то делать, не нравится, или кто-то из вас будет наступать на горло и делать что-то через силу, себе на горло. Другие просто будут связаны по рукам и ногам, не по своей воле. Кто-то может вас сломать элементарно. А кто-то, несмотря на свои какие-то нежелания, все-таки возьмет себя в руки, заставит себя действовать, заставит себя работать и развиваться. И прорвется. Следующая позиция, которую мы будем рассматривать, это финансовое положение. То есть финансы в мае месяце. Не финансовое положение в общем. А что будет с финансами в мае? Некоторые из вас будут испытывать какие-то иллюзии по этому поводу. Будете строить много планов. Кто-то из вас не будет замечать очевидных вещей. В том, что вам будет казаться, что все вам, возможно, доступно и по плечу, на самом деле нужно немного притормозить коней. Потому что большого потока финансов извне будет невелик. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Постарайтесь сохранить свои финансы, не тратьте. Ну, а то, что вам хочется, все ваши желания, все ваши мечты, все ваши хотелки перенесите на чуть поздний срок, на июнь, предположим. Посмотрим потом, как это будет. Но в мае сильно не советуется тратить деньги.
Ну и последняя позиция в нашем раскладе – это общая обстановка, общая атмосфера всего месяца май для представителей знака Стрелец. Что же будет главным? А главным будут какие-то правила. Для кого-то может быть главным семейные традиции, семейные устои. Но будет небольшая остановка в делах. Дела будут двигаться, но не очень быстро. Но, повторюсь еще раз, все это связано не с вашими личными правилами. Это идет либо извне, либо от других людей. То есть не от вас зависит. Ну, в общем и целом, атмосфера очень неплохая. Спасибо всех, кто досмотрел до конца, за отклики, отзывы, подписки. Спасибо, что заходите на мой канал. Я всегда вам рада. Всего хорошего.